Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Незалежныя беларускія СМІ звярнуліся да чыноўнікаў Мінздароўя з патрабаваннем, каб зрабілі ўсю інфармацыю пра распаўсюд каранавіруса ў Беларусі максімальна празрыстай. Адказу да гэтага часу няма ні ад Міністэрства аховы здароўя, ні ад іншых ведомстваў і устаноў, адказных за прыняццё такіх рашэнняў. Хто больш уплывае на рост панічных настрояў, журналісты і блогеры ці чыноўнікі, якія не даюць усю інфармацыю, і ўвогуле пра тое, ці варта вводзіць каранцін і сітуацыю ў Беларусі, мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Олег Гайдукевич. Добрый дзень, спадар Олег. Добрый дзень. Спадар Олег, вы учора сваім каментары падтрымалі гэты зварот незалежных беларускіх СМІ да чыноўнікаў найперш Міністэрства аховы здароўя. Чаму вы лічыце, што неабходна вот так вот падтрымаць? И не только незалежные СМИ, а всех журналистов абсолютно, и государственных, и работающих в независимых средствах массовой информации. Потому что лучший способ борьбы с паникой – это постоянное информирование населения. На мой взгляд, эта работа ведется, но недостаточно хорошо. Но надо все оперативно комментировать. Интернет пестрит слухами, интернет пестрит фейками. Люди волнуются. Хотим мы ли это, не хотим – это тема номер один во всем информационном пространстве мира. От этого не уйти. Если мы не будем про это говорить и писать, все равно люди будут черпать информацию со всех мировых СМИ и говорить только об этом. Это сейчас тренд, от которого никуда не уйти. И от фейков никуда не уйти, и от лжи никуда не уйти. А для того, чтобы этого было меньше, должен быть оперативный комментарий постоянно, особенно в регионах. Вот там пустили слух по Витебской области. Только вот сегодня президент провел совещание с Натальей Ивановной Качановой, мы что-то узнали. А где местные чиновники? Почему они каждый час надо комментировать, рассказывать? Вот это правда, вот это неправда, вот это есть, вот этого нет. И это как раз-таки лучше всего влияет на то, чтобы не было панических настроений, не было каких-то слухов непонятных. Люди будут все знать. Это самый лучший способ борьбы с паникой. Поэтому вот поначалу это похвалил Министерство здравоохранения. Помните, как они начинали? Мы все знали вообще. То есть и сейчас идет информация. Но если люди хотят не раз в 3 дня ее получать, а каждый день, давайте каждый день. Если есть какой-то слух появился, там кто-то, я пустил слух, что кто-то умер. Прокомментируйте через час, умер он или не умер, правда это или неправда. Почему? Информация живет в современном информационном пространстве, вы знаете это, заметил лучше меня, сутки. На следующие сутки обсуждается что-то другое. Уже неинтересна старая новость, уже сформировалось общественное мнение, уже у людей есть какая-то позиция. Надо оперативно реагировать на все. И это вопрос не к медикам. Медики, кстати, в этой ситуации молодцы. Власть, чиновники на местах, особенно регионы. Меня в регионах беспокоит. Мне звонят депутаты, какой-то слух пустили по одному региону, по второму. Опровергивайте, опровергайте, комментируйте, говорите. Вот здесь у нас так, вот столько у нас человек. Вот реальная ситуация такая. Люди сразу успокоятся. Вот это успокаивает людей. Когда информации нет, он ее не нашел в официальном источнике информации, не нашел в независимом источнике информации, пошел лопатить соцсети, пошел лопатить телеграм-каналы, и там он находит уже такой бред сумасшедших, вранье, ложь, обман от того, что не получает информацию там, где надо. Поэтому вот я поддержал это и буду поддерживать. Надо открытость, надо больше рассказывать, надо больше объяснять. Это лучшая борьба с паникой, потому что я категорически против паники. Паника никогда не приведет ни к чему хорошему. Ну, добра, вось дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня партыі падтрымаў гэты зварот незалежных СМІ і вот выказаў такую сваю пазіцыю. І што? Вот есть отказ, некая реакция на ваши хотя бы словы? Будет реакция, я уверен, что должна быть. Политик обязан говорить. Моя задача как политика постоянно комментировать и быть на острие атаки. Это задача любого политика в стране. Есть какая-то острая проблема. Ты обязан, если есть необходимость, высказать, чтобы обратили внимание. На мои слова, я надеюсь, обратили внимание. Я жду, что сегодня будет больше информации. Вот
уже прошло совещание у президента по Витебской области, он сказал, что отправил туда министра здравоохранения, мы уже что-то знаем, видим. Теперь ждем ведаем только то, что министр аховы здоровья туда поехал, а что там робится? Ну, если не будет реакции, будем дальше критиковать. Я свою позицию никогда не поменяю. Я считаю, что это плохо, что если будет малое освещение, недостаточного освещения по всем вот этим ситуациям. У нас, да, СМИ сейчас государственные уделяют этому информацию. Там, если включить вечером телевизор, идут новости, постоянно рассказывают. Мне хочется, чтобы было больше реакции в регионах. И второй момент, больше оперативной реакции на ложь, на какие-то фейки и на то, что люди начинают мусолить у себя. Вот в каком-то регионе начнут между собой обсуждать и ждать, когда же что-то нам объяснят, расскажут. Надо оперативно это реагировать. Я своей позиции придерживался и буду придерживаться. А как депутат, как лидер партии, я обязан озвучивать это. Значит, озвучивать в СМИ, озвучивать с трибуны парламентской. В этом моя работа. Я должен обращать внимание, в том числе государственных органов, где надо похвалю их, где надо поддержу, где надо покритикую. Врачей похвалю, потому что у нас медицина, я сейчас анализирую, что происходит в мире и у нас, все-таки надо признать, что вот то здравоохранение, которое было создано еще в СССР, значит, с учетом инфекционных больниц, самой системы, она приспособлена к борьбе с пандемией, с эпидемией. Это показывает сейчас мировой опыт. Врачей надо сейчас поддерживать, говорить им спасибо. Мы с вами тут спорим, в Фейсбуке пишем друг другу, там, в социальных сетях, а врачи пашут с утра до вечера и несут огромную ответственность. Поэтому им поддержка, а чиновникам, которые сидит в кабинете, там, идеолог, вот где идеолог какой-то региона, где обсуждает? Это его работа. Что он должен рассказывать, как космические корабли бороздят просторы космоса? Или оперативно реагировать? Появились слухи у тебя в районе о пандемии коронавируса. Выйди к обеду, узнай информацию в местном значит, здравоохранении, там, в больнице, узнай ситуацию, прокомментируй. Расскажи, вот это правда, вот это нет. Это твоя на сегодняшний день работа с людьми. Успокоить, направить, разъяснить, чтобы люди не паниковали. Спадар Олег, ну вот вы все ж таки добра ведаеце всю нашу дзяржаўную машину, всю эту систему, и як чиновники, ну, скажем так, адказнасць і смеласць этих чыноўнікаў, калі кіраўнік Беларусі гавора праз дзяржаўныя СМІ, выходзячы на ледовую арэну, ну, бачыш ты дзе-нибудь, каб тут вот вірусы нейкія лёталі, не бачыш, і я не бачу, нема у нас ніякай пандэміі, нема у нас нічога, гарэлка, трактор, поле. Все вылікуе. Вот пасля таких слоў, хай гэта можа і паўжартам было сказана, але пасля таких слоў, вот чыноўнік, што, выйдзе і скажа праўду насуперак словам кіраўніка краіны? Это не насуперек. Вот у нас в том-то и дело, что некоторые чиновники не понимают, что такое насуперек, а что такое не насуперек. Разве президент сказал, что не надо заниматься проблемой коронавируса? Разве дана такая команда? Это ж неправда. То, что спортом заниматься надо, я скажу, что спорт иммунитет укрепляет. Я спортом не прекратил заниматься. Что надо делать? Надо пенсионеров беречь. Вот у меня, я запретил своим детям ходить к бабушке с дедушкой. Они туда не заходят. Уже месяц их не видели и не увидят в ближайшее время, потому что их надо беречь. Второй момент. Информирование населения – это прямое исполнение указания президента. Это прямая работа с населением. Вот так я это понимаю. Значит, и в Беларуси никто не отрицает коронавирус. И это никто такого никогда не скажет. Значит, вопрос в том, что президент как раз выходит, успокаивает население. А почему этим не занимаются чиновники? И успокаивание населения – это не просто говорить «все хорошо», они должны говорить. Они должны рассказывать «вот там так, вот там так, вот там так». Но при этом и панические настроения надо, безусловно, пресекать, потому что у нас пока нет оснований для паники. Пока ситуация, на мой взгляд, я не хочу сгладить, я не хочу заниматься шапкозакидательством, кричать, что все хорошо. Но в целом, если брать статистику, на сегодняшний день она пока находится под контролем. Чтобы она такой же оставалась, надо постоянно оперативно реагировать. Я вчера почитал меры, которые приняли в Витебской области по коронавирусу. Это говорит о том, что все-таки реакция есть и реакция идет. То есть надо постоянно реагировать. Изменилась ситуация, на следующий день новое решение. И все оперативно. И людям разъяснить, людям рассказать. Вот о чем идет речь. Ну вот глядите, от учорашняга дня, а может быть некие намеки после того, как было агучено решение, что супрацоўнікам праваахоўных органаў нельга прыязджаць і выязджаць з Віцебскай области, а пасля якія пашлі інфармацыі нейкая праз каналы про тое, что там нібыта нешта адбываецца страшнае, ніякай канкрэтнай інфармацыі няма. Ідзе інфармацыя про тое, што ў нас там лекарні ўсе перапоўненыя, што ляжаць людзі ў калідорах, не хапае абсталявання і гэтак далей. Ну покажите, пройдите вы с веб-камерой по этих лекарнях, запросите журналистов, блогеров. Я вот за это и критикую. Может, не надо с веб-камерой там по учреждениям
уровнем здравоохранения шататься, значит, чтобы еще вирусы эти распространять. Но оперативно информировать надо. Что касается там запрета сотрудникам Витебской области или МВД куда-то выезжать, командировки везде приостанавливают. Значит, вот Минюст вчера разослал по всем политическим партиям, общественным организациям рекомендацию, может, вы не знаете еще, где-то все свои мероприятия стараться проводить онлайн. Это рекомендация Министерства юстиции. Я, как лидер партии, у себя все уже провожу онлайн. Все совещания, все приемы граждан, приглашаем людей онлайн. Только если уже настаивать человек, тогда будем принимать лично. Поэтому тут я с вами согласен. Об этом речь идет. Оперативно вот эти слухи надо опровергать. Значит, пустили слух по Витебской области. Расскажите. Поясните. Скажите, но тут надо и попросить все-таки, чтобы надо еще признать, что есть и блогеры безответственные, которые специально вот накручивают ситуацию. А кто-то и мечтает, что трупов было много, кто-то хочет этого. Это видно по некоторым, значит, публикациям. Вот прямо не имется, чтобы вот все порушилось, чтобы прямо вот хочется, все, чтобы все рухнуло. Это тоже плохо. Но критиковать власть я буду там, где они не будут оперативно реагировать. И это мое право, моя обязанность критиковать. Где надо, будем хвалить, повторюсь. Олег Сергеевич, вот вам наши гледачы задаюць пытанне. Вы зараз сказали про тое, что кіраўнік краіны супакойвае людзей. Тым не менш, пытаются, чаму беларускія медыкі атрымліваюць один комплект адмысловай вопраткі, дзе належная абарона медычнага персоналу, дзе карантынныя мерапрыемствы, чаму займаецца толькі барацьбой са слухамі змагаецца, а не змагаецца з хваробай. Вот я разумею, вы не медык. Я не медик, да. Но ўсё ж таки, ваше меркаванне, мы ведаем, што нават быў створаны адпаведны рахунак, куды прапануюць людям збіраць, дасылаць грошы, каб нешта там купляць, дапамагаць медыкам. Значыцца, не хапае. Значыцца, не ўсё робіцца. Вот ваше стаўленне. І ввогуле, калі ўжо про карантын заговорили, может быть, сапраўды варта пайсці по шляху іншых краін? А где, в какой стране там уже всего хватает? Значит, везде есть какие-то вопросы. Мы же видим, что сейчас в Европейском Союзе происходит. И кто откликнулся, кстати, на помощь, а кто нет. Это мы уже отдельно потом поговорим и проанализируем. Сейчас Европейский Союз можно анализировать и геополитически, и политически. И вообще пандемия очень много чего показала. В том числе готовность здравоохранения, готовность стран, значит, и реакцию этих стран на то, что происходит. Что касается Беларуси, я считаю, что мы должны строго выполнять те рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые есть, и делать то, что они говорят. Сегодня я не вижу оснований, что мы этого не делаем. Но, повторюсь, завтра может быть все по-другому. Мы должны очень оперативно приспосабливаться к меняющейся ситуации. Я никогда не буду заниматься шапкозакидательством и кричать: вообще не надо беспокоиться, все хорошо, все спокойно. Но есть два момента. Первый. Говоря о карантине, надо понимать, что такое карантин. Полный карантин, неполный карантин. И учитывать специфику Беларуси и специфику нашей страны, в отличие, например, от Москвы и Милана или Италии. Грузопотоки, пассажиропотоки, способность проконтролировать ситуацию в точечном режиме. Значит, я, например, смотрю там на пустые европейские улицы. У нас, извините меня, иногда такие улицы, когда у нас никакого карантина нет. Это первый момент. Второй момент. Ограничительные мероприятия должны быть. Значит, какие? Это, в первую очередь, пенсионеры. Им надо сказать, чтобы они сидели дома. Надо беречь их сейчас. Что касается полного карантина, то некоторые люди не понимают, о чем вообще идет речь. Что это значит и к чему это может привести. Второй момент. В Всемирной организации здравоохранения нет единого мнения сейчас по тем стандартам, которые есть. Они нас хвалят на сегодняшний день. Говорят, что мы справляемся с ситуацией. Это что же правда? Но повторюсь, я доверяю медикам. Я не врач. Я буду слушать то, что говорят врачи. Если они мне завтра скажут, что надо полный карантин, мы будем делать полный карантин. Если они говорят сегодня, что надо делать вот так, так и так, мы должны делать так, так и так. Второе. Всемирная организация здравоохранения. Мы же не единственная страна, которая идет по такому пути. Есть Швейцария. Так? Значит, есть Корея, но хотим Европу, вот есть Швейцария, она по такому пути пошла. Посмотрим. Только итоги этой пандемии покажут, кто был прав, кто был неправ. Второй момент, полный карантин. Посмотрите, сейчас в тех странах, где его ввели, во-первых, там другая эпидемиологическая ситуация, говорят о том, что дальше. Поможет ли это на 2-3 недели?
Какие дальше меры принимать по экономике? Экономическая ситуация для меня очень важна, как депутата и политика. На сегодня, я считаю, правительство должно более оперативно решать вопросы по поддержке бизнеса, по поддержке предприятий, по поддержке частного сектора. Потому что все это потом может привести к еще более плачевным ситуациям. Это скажется и на медицине, и на здоровье. Когда станет меньше денег, будет меньше возможности закупать какие-то препараты, будет меньше возможности платить зарплату тем же медикам. Экономикой надо заниматься сейчас, не завтра, а сейчас. До 1 апреля обещают комплекс мер правительства. Мы свои меры направили, я свои меры направил. Я считаю, надо сейчас, извините меня, как можно сейчас арендную ставку поднимать? Взяли, подняли арендную ставку на аренду. Ну как? Где это видано? Уберите эту арендную ставку, это первое. Второе. Никаких проверок сейчас бизнес. Какие проверки, если только уголовное преступление? Дайте им спокойно, пусть что хотят делают в рамках закона, развиваются, спасают свои предприятия. Второй момент. Налоговые каникулы посмотреть, арендные каникулы посмотреть. Процентные ставки надо пересмотреть, какую банки политику проводят. Надо и банки сохранить, но и бизнес поддержать. Вот о чем я как депутат и политик думаю, а не как медик. Что я делаю лично? 2 метра расстояния надо держать. У нас в парламенте на каждой двери антисептик. Уборщицы ходят, промывают ручки. Везде надо на предприятиях так делать. Никаких сборищ, никаких лишних совещаний. Все, что можно делать дистанционно, делать дистанционно. Но полностью парализовывать жизнь страны на сегодняшний день я оснований этих не вижу. Но, повторюсь, завтра, послезавтра надо все четко отслеживать. Есть какая-то ситуация, сработали. Видим, что этих мер мало, принимаем следующие меры. Этих мер мало, принимаем следующие. И без популизма, без панических настроений. И второе, жизнь и здоровье людей самое важное. Но и экономика, опять же, я не ставлю экономику на первое место, но не думать сейчас об экономике нельзя, но не ставя под угрозу жизнь и здоровье людей. Вы прыгадалі Еўрапейскі Саюз і вядома, што зараз Беларусь прэтэндуе на атрыманне тэрміновай фінансавай дапамогі ад МВФ. Увогуле там у Еўрапейскім Саюзе шмат хто адзін аднаму дапамагаюць краіны. Мы сябры саюзнай дзяржавы, мы сябры ЕАЭС. У межах гэтых структур некая дапамога, нешта я про яе не чуў нічога. Она должна быть, мы должны друг другу помогать. И вообще, я считаю, пандемия побеждается, и вот такая ситуация солидарностью и взаимопомощью. Мы вообще во всем мире должны друг другу помогать. Мне крайне неприятно, например, что в такой ситуации оказалась Италия, когда европейские страны отказались ей помогать. Мне не нравится, в какой ситуации оказалась Сербия. Мне нравится, что многие откликнулись и сейчас помогают. Мне сейчас эта солидарность гораздо больше приятна как человеку, чем эта замкнутость, когда она не спасет никогда, когда такие вещи происходят. Надо солидарность, в том числе и в рамках ЕС. Но по моей информации, определенные шаги сейчас будут делаться, и в рамках того же ЕАЭС сейчас готовится пакет мер, в том числе экономического характера, для того, чтобы мы думали об нашем общем экономическом пространстве, поддержали бизнес, поддержали предприятия, поддержали экономику, потому что все это с учетом еще и цены на нефть, которая на сегодняшний день мы знаем какая, это все будет влиять на экономическую ситуацию в регионе. И паника, слезы не помогут, поможет системная работа. Мы должны четко сейчас этим заниматься, в том числе, Дмитрий, соглашусь, в рамках ЕАЭС должны быть совместные действия. Я знаю, что пакет этих мер сейчас, это знаю как депутат, знаю, что такая работа сейчас идет. Подождем. У нас до 1 апреля должен быть пакет правительства, и такая же работа идет к 1 апреля, насколько я знаю, в ЕАЭС. Посмотрим там по срокам, но это все должно быть оперативно, уже сейчас. Вось у нас пишуць, у Беларусі 27% пенсіянераў, яны ў зоне рызыкі, гэтыя людзі могуць памерці. Што робіць дзяржава для обороны наших стариков? Стариков надо беречь. Я знаю, что я делаю. Я своих родителей дома запер, пусть сидят дома. Они сидят, продукты им привезли, нечего шастать. 65 лет, если есть, надо в зоне риска. Скажу, у нас пенсионеры иногда безответственные бывают. Я сидел на приеме, ко мне пришел дедушка, 86 лет, прямо на прием, пришел пешком. Я думал, у него что-то случилось. Он пришел, чтобы в парке Челюскинцев к 75-летию Победы памятник починили. Я в маске его принял, антисептиком все обработал. То есть прием у меня сейчас расстояние, антисептик, я берегу людей, за себя не переживаю. И на машине его завез домой. Президент сказал, правительство сказало, ветераны, пенсионеры, эта группа людей должна сейчас сидеть дома. И мы должны их беречь. Детей туда не надо возить.
Не надо сейчас детей оставлять с пенсионерами. Я вот своим детям запретил категорически, чтобы они туда приходили. Продукты привезти, помочь. В партии открыта прямая линия. Любой ветеран, если там хочет позвонить, мы поможем, что-то привезем, сделаем абсолютно, значит, бесплатно. И знаю, что такая команда дана по каждому исполкому. Оно все сейчас должно работать. Списки в исполкомах пенсионеров есть. Каждого обзвонить, каждого предупредить. Значит, где надо помочь. Такая команда президентом дана. Если где-то не выполняется, надо эти факты собирать, а людей снимать с должностей. Вот как я считаю. Яшчэ хацелось бы спытаць, вот зараз адмяняецца тэатральныя пастаноўкі, канцэрты, розныя масавыя мерапрыемствы, ўсё дзеля таго, каб вот абараніць людзей, пагроза рызыка захварэць і гэтак далей. Але актыўна рыхтуюцца да парада перамогі. Ваше ставление. Ці трэба его проводить? Значит, как вот, знаете, сейчас идет дискуссия еще не только про парад перемоги, сейчас идет дискуссия к Пасхе. Значит, разные мнения, между прочим, есть, что делать вообще с великим религиозным праздником. Значит, мое мнение все-таки, во-первых, к параду Победы, вообще к празднику 75-летия октября готовиться надо, значит, но ситуация опять же может поменяться, мы должны оперативно реагировать. Если она останется вот на том уровне, на котором есть сейчас, это одно. Если ситуация там через неделю, 2-3 изменится, это другое. Мы должны быть готовы всегда принять другое решение. То есть мы должны всегда быть готовы к любой ситуации. Вот тогда это будет правильная позиция. На сегодня мы можем готовиться к 9 мая. Я, например, надеюсь, я должен быть оптимистом, смотреть, анализировать, но надеемся, потеплеет. Все об этом говорят, что есть два сценария: пессимистический и оптимистический. Пессимистический, что это продолжится долго, оптимистический, что с наступлением тепла к середине апреля ситуация начнет исправляться. То есть, но опять я не медик, я могу только здесь анализировать и смотреть. Мое мнение, что государство должно оперативно уметь принимать решения. Вот по Витебской области уже все отменили, знаете, да? Значит, надо отменить и здесь будет. То есть мы должны смотреть, как развивается ситуация. Четко реагировать каждый день. И каждый день объяснять. Вот как я считаю, не будучи медиком. Самое главное, не заниматься шапкозакидательством, что вообще мне не нравится ни вот шапкозакидательство, ни паника. Карантин, все умрем, всем сидеть, никто не думает вот стратегически хотя бы на несколько месяцев вперед. Должна быть системная, нормальная работа. И мы должны сейчас больше слушать врачей. Вот что врачи говорят, то и делать. Я считаю, что у нас врачи профессиональные. До речі, яшчэ один момант. Фейки фейками, але ніхто не адмяняў і нейкую інфармацыйную вайну такую, якая вядзецца ў дачыненні да Беларусі апошнімі, можа быць, нават ужо год, калі не болей. І зараз таксама з'явіліся ў розных прарасійскіх тэлеграм-каналах, асабліва пасля таго, як Путін заявіў, што у Беларусі сітуацыя яшчэ з каранавірусам горшая, чым у Расіі, гэтак далей. Розныя такія допісы накшталт таго, што вот хай у Беларусь прыйдзе Путін, ну, ледзь там не ўвядзе свае медычныя вайска і не ўратуе Беларусь ад каранавіруса. Як вы лічыце, ці трэба з гэтым змагацца, як і хто гэта павінен рабіць? Як вы ставитесь в угле до такой ситуации? Ну, я бы сказал, что я бы тут не делал это по территориальному признаку. Там. Не надо искать врагов нигде, там, ни на Западе, ни на Востоке. Надо проводить сильную информационную политику. Я считаю, что лучший вообще ответ на любую ложь, лучший ответ на любой фейк – это правда. То есть, и мы должны постоянно эту правду транслировать, рассказывать. Я сторонник, вы же знаете, развития наших белорусских средств массовой информации. Их должно быть много, они должны быть разные, должна быть конкуренция. И правда должна звучать, наша белорусская позиция должна везде транслироваться. Не надо никогда ничего запрещать, не надо никогда... Я противник запрета каких-то СМИ, противник, это ни к чему. Как только что-то запрещаешь, это становится еще интереснее. Как только стали говорить о запрете фильма «Матильда» 2 года назад, я его посмотрел. Как только запретили фильм про Сталина, какой-то там низкокачественный, я его сразу посмотрел. И так всегда. Что-то запрещают, человека тянет, особенно молодежь, быстрее про это прочитать, быстрее узнать. Запрети какого-то музыканта, и его будут слышать в 4 раза больше. Мы должны активно, не бояться слова идеология. Во всей Европе идеология. Значит, все занимаются идеологической пропагандой, весь мир, все страны. И мы должны этим заниматься. Свою позицию белорусскую отстаивать, продвигать везде. На Западе, на Востоке, везде ее отстаивать. И не искать врагов,
а больше, значит, продвигать свой информационный продукт, поддерживать наших блогеров каких-то правильных. Значит, все это должно быть на системной основе делаться, как во всех странах мира. То есть мы должны развивать свою информационную повестку. Мы научились делать ток-шоу, мы умеем, у нас прекрасные талантливые журналисты, и государственные, и независимые есть талантливые журналисты. Все надо свое развивать, развивать, развивать и развивать. Это мой ответ всем фейкам. Это мой ответ в панике при коронавирусе. Постоянное информирование. А как с ними бороться, если человек поймет, что это средство массовой информации 3 раза соврало, и мы это показали? На 4-й раз они не будут его читать сами. И это лучший способ. Не надо в ложь и вранье, оно всегда потом... Человек теряет доверие к этому средству массовой информации и просто не будет его читать. Вот моя позиция такая. До речі, коли вже заговорили про СМІ і журналістів, я ведаю, што вы адсочваеце всю інфармацыю, ну і як у былым супрацоўнік праваахоўных органаў, асабліва такую, якая тычыцца розных крымінальную інфармацыю. Як вы паставіліся да затрымання галоўнага рэдактара ежедневніка Сергея Сацука? Я ж, я думаю, вы бачили и читали его письмо, и все это. Только я, как профессионал, хочу задать один вопрос. Вот он в письме написал. Есть известные фамилии, которые... Где фамилии? Надо в письме указывать эти фамилии. И зная нашу страну, он сидит у нас в Тюрин, в СИЗО. Значит, если кто-то там крышует, все будут сидеть в СИЗО. Это я вам, как говорю, нет у нас вот в силовых структурах там неприкосновенных сотрудников. Это сказки. Значит, поэтому надо указать фамилии. Где фамилии? Значит, поэтому на сегодняшний день я этих фамилий не вижу. То есть есть письмо, в котором написано, что есть какие-то фамилии, которые все знают. Я не знаю, назовите фамилии, чтобы я их знал. Озвучьте это. Я уверен, на следующий день будет назначена проверка. Поэтому больше должно быть. Пока отношусь вот так. Значит, а дальше следствие должно показать развитие событий. Может, он сейчас назовет эти фамилии. Увидим, посмотрим. Значит, мое мнение простое. Закон должен быть равен для всех. И для журналиста, и для генерала, значит, и для депутата, и для политика, и для доярки, и для председателя колхоза, и для руководителя промышленного предприятия. Для всех. Поэтому я жду фамилий. И я бы на его месте сейчас уже через адвоката, никто же не запрещает, все фамилии, если он что-то знает, пожалуйста, давайте. И где это все? Поэтому меня вызывает вот небольшой скепсис на сегодняшний день с учетом того, что нет конкретики какой-то определенной. Поэтому надо дальше смотреть и ждать. Я не верю в эти фантастические теории заговоров, в рептилоидов и все остальное. Я люблю факты, конкретику и четкую информацию. Как человек, который много лет сам выявлял экономические коррупционные преступления, и мне никогда не мешали выявлять эти преступления. Если у меня будет информация была бы о генерале, мы бы работали по генералу. Значит, у нас, на мой взгляд, как раз к этим препятствий нету. Давайте информацию. Пусть дает вот, до речі, коли ми заговорили про інформацію, от глядите, 7-й день Департамент фінансових розслідувань Держконтролю не дає ніякої конкретної інформації. Як справа, чим обвинувачують і так далі. Тут уже, смотрите, есть же тайна следствия, есть закон тут, есть адвокат. Значит, я уверен, что в момент предъявления обвинения, у нас есть сроки, это там 10 дней, значит, надо дождаться вот этих 10 суток, должно быть предъявлено предварительное какое-то обвинение, должна быть какая-то, уже будет информация. То есть здесь пока я ничего такого не вижу. Пока мы знаем информацию, все-таки ее дали, что возбуждено уголовное дело, идет проверка. И я уверен, что адвокат, может, дал подписку о неразглашении. Значит, есть такое понятие, чтобы не навредить следствию. Но, безусловно, с учетом резонанса, я сторонник, и такая практика всегда должна быть. Все резонансные дела должны озвучиваться и рассказываться, информация должна быть. Ну, возьмите сахарные дела, помните? Тоже мы гадали там 7 дней, что будет. Меня спрашивали, я дал комментарий, дождите 10 дней и получите информацию. Так и произошло. Прокуратура через 10 дней полностью дала информацию. А вот по расследованию уголовных дел тут немножко другое. Это не коронавирус. Здесь надо понимать тайну следствия и необходимые первоначальные следственные действия, которые позволяют, значит, получить либо закрепить какие-то доказательства, либо установить все-таки правильность возбуждения уголовного дела. Ну и третье, никогда не будем забывать, мы должны всегда в голове держать, что до тех пор, пока нет суда, мы никого не можем вообще обвинять. То есть мы должны всегда ждать суда и не делать никогда выводов до суда. Сегодня такая ситуация, завтра такая, послезавтра третья. Дождемся 10 дней. Но что касается вот этих теорий заговора, где? Мне нужны факты. Вернемся да каранавірусу, але з крыху іншай, з палітычнай такой, можа быць, з палітычнага боку. Зараз таксама ходзяць розныя чуткі, што, можа быць, з-за гэтага каранавіруса ўсёй этой сітуацыі, магчыма, будуць
перанесеныя, а нехта кажа ўвогуле адмененыя прэзідэнцкія выбары. Ёсць какая-нибудь инсайдерская информация? Сегодня было совещание у президента с Натальей Ивановной Качановой, где он сказал, что пока оснований для переноса президентских выборов нет. И, на мой взгляд, например, моим коллегам с оппозиции не надо переживать, им что летом, что осенью шансов никаких нету, не надо переживать. Какая им разница, когда пройдут выборы? Значит, единственное, что в условиях карантина ни копейки денег, даже $100 никто не передаст с Запада или с Востока. То есть не будет у них финансирования никакого, конечно, они переживают. Если границы закрыты, $150 никто не переведет и никто не передаст. Поэтому, конечно, они за это переживают. Я за это не переживаю. Опять же, надо быть готовыми к сценарию, к любому. Мы на сегодняшний день единственные, кто к выборам готовы. Я в этом убежден. Уже давно должен был быть кандидат от праймерис. Уже время, все уже. Апрель месяц, сессия. Если никаких переносов не будет, а я пока не вижу оснований, значит, мы объявляем выборы. И уже начинаться должна работа. Где-то надо работу будет корректировать, смотреть с учетом пандемии, как ее вести. Значит, у нас уже готова инициативная группа, готовы области, готовы структуры, готовы финансирование. Все готово. И я к выборам абсолютно и полностью готов. Более подробно я об этом расскажу сразу же после открытия сессии, когда мы к этому вопросу, я думаю, вернемся, и когда это будет принято решение, когда Центр избирком нам предложит дату, и мы будем дискуссировать и назначать ее. Поэтому вот моя позиция по выборам. Для тех, кто там про это шумит, им это не имеет никакого значения, кроме получения $100, потому что даже $100 не дадут. Для всех, то есть кто готов к выборам, он готов всегда. А кто не готов, он не будет готов ни весной, ни летом, ни осенью, ни после пандемии, ни до пандемии, ни как-то по-другому. Поэтому я отношусь к этому спокойно очень. Вернемся еще раз уже до конкретно коронавируса. Скажите, ласка, я разумею, что все ж таки, негледзячы на вот усе гэтыя непожаданыя массовые мерапрыемствы, пасяджэнне палаты прадстаўнікоў не адмяняецца. 2 красавіка, як і запланаванае яно будзе, прычым будзе адкрытае з журналістамі, з гасцямі і гэтак далей. Ну, мы сейчас прорабатываются, насколько знаю, в парламенте меры предосторожности, расстояние, может быть, рассадят. Значит, посмотрим сейчас, как будет. Второй момент, мы стараемся дистанцию между собой держать. Везде антисептик. Значит, я буду тоже везде все ходить, обрабатывать антисептиком. То есть я не вижу оснований. Мы должны работать, депутаты должны работать. Страна должна продолжать. Если все перестанут работать, что дальше будет? Никто этого не понимает. Что произойдет дальше? Потом давайте пусть уйдет МВД на карантин, все разойдутся. Потом медики пойдут по домам. Или одних врачей оставить. А посевная начинается. А есть что? А хлеб какой у нас будет? А молоко откуда мы возьмем? А творог, значит, а где получать зарплату? Об этом тоже надо думать, при этом принимая все необходимые меры для того, чтобы пандемия не развивалась в Беларуси, чтобы мы берегли людей, чтобы у нас не было смертей. К сожалению, вот у нас первая смерть состоялась в Витебске. Очень трагично, очень жалко, что еще такой человек умер. Любого жалко, но особенно и все-таки творческий человек, много сделавший для развития театра в Беларуси. Это действительно грустный день для страны. Значит, дай бог, чтобы этого у нас не было больше. Хочется вот об этом, конечно, больше всего думать. Но надо понимать, работу надо продолжать, где возможно и где можно работать, надо работать. Потому что другого варианта тоже нет. Мы говорили о магчымасці каранціна. Вы узгадали, якія гэта можа быць несці негатыўныя эканамічныя наступствы і казалі пра неабходнасць падтрымкі бізнеса. Я ведаю, што вот і вы, як вы сказалі, накіравалі свае прапановы па падтрымцы. Перспектыва накіравала. Владимир Карагін, старшыня канфедэрацыі, быў таксама у нас у гасцях і таксама казаў пра неабходнасць гэтай падтрымкі. Як вы лічыце, падтрымка будзе? В якім объеме, кому? Она должна быть. Я на сегодня оптимист, потому что я считаю, что если правительство не будет думать об этом, это затронет и бюджетные сферы. То есть как можно не поддержать сейчас бизнес? Во-первых, речь не идет только о бизнесе. Мы должны в целом подумать о всех отраслях экономики, которые больше всего пострадали от пандемии. Это не только турбизнес, который, между прочим, вообще в катастрофической, на мой взгляд, ситуации. Но как им сейчас работать? Где им работать? Я, например, даже как человек какие-то меры поддержки, я не ставлю вопрос, я сам потерял деньги, значит, я путевку покупал, но я тоже где-то поддержал турфирму. Я сказал, мне не надо деньги возвращать,
только перенос. То есть не стал настаивать на том, чтобы мне какие-то деньги возвращали, потому что понимаю, что ситуация у них тяжелая. Поэтому правительство пообещало к 1 апреля меры, направило очень много предложений, и Палата представителей, и Бизнес-союз, вы правильно говорите. Я меры вот в начале эфира называл, которые надо принять, это моя позиция. Убежден, что мы должны поддержать и бизнес, и другие отрасли, понимая, во-первых, что это наше будущее. Второй момент – это рабочие места. Третий момент – эти все люди должны кормить семьи. Четвертый момент – это связано со всей экономикой страны, не только с бизнесом, а со всеми бюджетными сферами. Это все друг на друга очень сильно влияет. Какие меры правительство примет? Давайте дождемся 1 апреля. Обещали они к 1 апреля комплекс мер представить. Ну і на завяршэнне шмат чутак про тое, што з лекараў бяруць падпіску аб неразгалошванні, што адбываецца там у шпіталях і лякарнях. У людзей таксама ім не кажуць, што ў іх там коронавірус, а пандемія і гэтак далей, невядомыя чуткі. У вас ёсць магчымасць коротко зараз звярнуцца да прадстаўнікоў Міністэрства аховы здароўя. Што б вы ім хотели сказать? Век современных информационных технологий, это не работает, если это есть. Я в это не верю, потому что это, это нелогично, потому что когда есть интернет, когда есть сотовые телефоны, всегда все узнают. То есть любая информация все равно просочится. Лучший способ борьбы с враньем, повторюсь, это правда и постоянное информирование населения. Я верю в наших медиков, я благодарю наших врачей, я хочу пожелать им сейчас здоровья, сил, терпения, чтобы они работали, потому что они на самом деле на самой передовой. Мы должны их сейчас поддерживать. Молодцы те компании, те люди, которые сейчас обеды делают, шьют им что-то, деньги перечисляют. Это очень правильно. А чиновники должны информировать население ежечасно, если надо, о новых тенденциях, о новых развитии ситуации в стране. Ну а калі чыноўнікі не прыслухаюцца да меркавання дэпутата палаты прадстаўнікоў, я раю медыкам перастаць баяцца, і калі ёсць нейкія жахлівыя, трагічныя ці выпадкі, якія замоўчваюцца, не баяцца і выконваць свой прафесійны абавязак не толькі лекаючы людзей, але і інфармуючы іх аб пагрозах. Дзякуй вялікі. Олег Гайдукевич, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і Е-прамова. Дякую вам.